Республика, привет! Ни вьюга, ни метель не помешают нам встретиться в назначенное время в назначенном месте. Если вы нас сейчас видите и слышите, значит, путь в мир позитива вы нашли. В эфире информационно-развлекательная программа «Студия-11», и впереди нас ждет много интересного. Чего именно, узнаем из анонса. Лес, рыба и ягморт. Республика Коми получила свой парфюм. Хороший мальчик. Как из балагура вырастить достойного защитника. Ничего мы не странные. Наряжаемся для прогулки в подземку. Запахи. Как же много они значат. Уверен, что у вас есть топ любимых ароматов. И я не только про парфюм. Про природные запахи тоже говорю. Замечали, как многим нравится аромат резины? Никогда не понимал его прелесть, но все же многие с наслаждением принюхиваются к воздуху в гараже. Кто-то без ума от цветочных запахов и фруктовых ароматов, а некоторые хранят в себе запах дома. Вот такие мы разные. А продолжит альфакторную тему Алена Туркина. Как сосной пахнет. Практически лес в черте города. Еще этот снежок и такой запах холода оседает у меня в носу. Вот бы клево было иметь, знаете, такой парфюм, взял его с полки, напшикался, и все понимают то, что вот эта девчонка точно из Республики Коми. Кстати, прямо сейчас российские парфюмеры работают над разработкой запахов регионов страны. Чем же будет пахнуть Республика Коми, по мнению наших телезрителей? Узнаем прямо сейчас. Российские парфюмеры разрабатывают запахи регионов. Как, по вашему мнению, должна пахнуть Республика Коми? Очень вкусно. Елью. Ну, что может добавить? Черемуху можно добавить весной. Скорее всего, чем-то пихтовым, или лесным, или сосновым. Живописью, наверное. Вот так я считаю, потому что здесь очень красивые красотки. Свежестью, наверное, лесом. И, скорее всего, это будет нефть. Какие-нибудь там шанги, коми. Я думаю, Республика Коми будет пахнуть ягодами, морожкой, черникой. Ну, мы богаты лесом, наверное, что-то какой-то вот запах природы. Не знаю, может быть, сысолой или печорой, может быть, тоже пойдет. Или снегом, запах снега. По задумке, запахи будут использоваться во время официальных приемов, еще в краеведческих музеях, галереях, библиотеках и театрах. А уже сегодня можно понюхать Калининградскую область. Этот регион стал пилотным в парфюмерном проекте. Чем же пахнет самый западный регион России? Курской косой, янтарем, кёнигсбергским марципаном и историческим центром города Амалиенау. Запах каждого региона, впрочем, как и запах каждого из нас, будет индивидуальным. Из чего же этот букет будет слагаться? Разработчики отмечают, что тут несколько критериев. Это и культурная идентичность района, не забудут про гастрономические бренды. А еще они даже такие парфюмерные ассоциации с историческими личностями и мифологическими персонажами проведут. Но на вопрос, как же все-таки пахнет Республика Коми, у нас, как вы поняли, уже у каждого есть свой ответ. Лично для меня это лес, ягоды и грибы. Возможно, к вашему списку прибавится что-нибудь еще. Когда этот запах можно будет понюхать, мы обязательно это сделаем и обязательно расскажем вам об этих ощущениях. Согласно данным крупнейшего в мире каталога языков «Этнолог», по состоянию на 2020 год на Земле насчитывается 7139 языков, относящихся к 142 различным языковым семьям. На 40 наиболее распространенных языках разговаривает примерно 2/3 населения Земли. Это мы еще не говорим о языках программирования. Ладно, это была шутка. В общем, вы поняли, языков много и вряд ли получится их всех познать. Но как же приятно вслушиваться в незнакомую речь, пытаться понять слова, проводить параллели со своим языком. Особенно по душе таким заниматься, когда говорят о чем-то прекрасном. Sarvasov Alexei Kondratis ზაფხული, ჯგუფური ხეების პეიზაჟი, შექმნილი მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში. ჩვენს წინაშე არის ცნობილი რუსი მხატვრის ლირიკული ლანდშაფტის ოსტატის ალექსეი კონდრატისძე სარვასოვის ნამუშევარი. ზაფხული, ჯგუფური ხეების პეიზაჟი, შექმნილი მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში. მხატვარს ჰქონდა უნარი პოეზიის პოვნა, ბუნების ცხოვრების ყოველ გამოვლინებაში, სითბოს შეგრძნება. ეს დღეს იგრძნობა პეიზაჟში და გალერეის კოლექციაში. ეს არის ცენტრალური რუსული ბუნების ამაღელვებელი სურათი უსაზღვრო სივრცით და გაუთავებელი ცით.
Те, у кого есть собаки, знают, что воспитанный пес – залог спокойствия хозяина. Псы-шалуны могут изрядно потрепать нервы не только своему человеку, но и многим-многим другим. В одном из выпусков мы говорили, как сделать из щенка-баламута идеального ребенка. Пришло время поговорить о воспитании взрослых животных. Северин Арпа узнал все нюансы. Людмила, давайте поговорим о дрессировке уже взрослых собак, да, то есть как это происходит в отличие от щенят, и, может быть, есть какие-то направления в дрессуре? Конечно, направления есть различные, то есть это общий курс дрессировки, защитно-караульная служба, следовая работа, есть занятия аджилити, это преодоление препятствий на скорость. Можно с собаками трюковой дрессировкой заниматься. То есть получается то, что вот хозяину как бы надо, то если, допустим, живешь в частном доме, то здесь, наверное, что-то связано с охраной, да? Ну, это послушание и охрана в первую очередь, да. Если он хочет просто развивать свою собаку, да, он может выбрать любое направление дрессировки, хоть поисково-спасательную службу, хоть трюки. Ну, самому насколько реально обучить собаку, вот используя данные, допустим, или какие-то статьи или видеоуроки из интернета? Как правило, когда владельцы приходят с собакой на дрессировку, да, мы отмечаем, что есть небольшие нюансы, да, которые лучше бы исправить. То есть, естественно, можно учиться и по интернету, да, но лучше обратиться к специалистам, чтобы не наделать ошибок в дальнейшем и не переделывать их. Ну, мы вот сегодня видим, как работают собачки, да, получается, но ведь они, по сути, абсолютно адекватные псы. То есть он также может идти спокойно по городу, и не надо бояться. Ну, понятно, что они равномордники, но в случае чего, как бы, то есть... Да, конечно, наши собаки уже не первый год посещают занятия. Они очень социализированы, то есть можно не беспокоиться окружающим за их поведение. Естественно, в случае угрозы хозяина они могут атаковать либо по команде хозяина, либо сами принимать решения. Но в целом к любой из наших собак можно подойти, погладить, естественно, с разрешения хозяина, да, и собака будет вести себя абсолютно адекватно. Что можно сказать о кинологах? Есть ли у нас, допустим, в республике, может быть, частные кинологи в крупных городах, населенных пунктах, к которым можно обратиться за помощью в дрессировке? Да, конечно, у нас в городе есть несколько кинологов, которые проводят и индивидуальные, и групповые занятия. В принципе, и в интернете можно найти их контакты, и также через клуб, обратившись, мы обычно перенаправляем. Да, а там уже сами владельцы связываются. Ну вот где у нас больше всего, наверное, в Сыктывкар-Ухта развиты такие занятия? Да, конечно, Сыктывкар в первую очередь. В Ухте тоже существуют инструктора, которые занимаются дрессировкой. Более отдаленные города, там, конечно, уже проблемно. То есть, вот, допустим, у нас щенок переехал в Печору, да, и удалось, точнее, с большим трудом найти инструктора по дрессировке, и то там из ведомства, да, кинолога МВД. Вот. А даже частных кинологов там нет, к сожалению. А вот если человек берет собаку из приюта, уже довольно, получается, взрослую, можно ли ее обучить командам и приучить ее к себе? Вообще без проблем. У меня у самой собака из приюта, одна из моих собак, да, которая уже 13-й год, и мы с ней в свое время участвовали в городских мероприятиях, в показательных выступлениях. То есть дворняги, они ничем не хуже абсолютно породных животных. Да, с любой собакой, независимо от породы, нужно заниматься. Ну и ваши пожелания всем владельцам пушистых питомцев? Ну, конечно же, хочется, чтобы владельцы налаживали контакт с питомцами, да, они находили время для занятий, потому что собаки, они бескорыстные существа, они вам обязательно отплатят своей добротой и преданностью. Перепись населения – это лучший способ понять, кто, где и как живет в России. Она дает самые точные данные о составе населения, уровне образования, условиях проживания, используемых языках, этнических группах, домохозяйствах, семьях и многом другом. Данные напрямую поступают в Росстат. На основе данных переписи государство принимает решения, которые касаются каждого жителя нашей страны. Где построить школу или роддом, проложить дорогу, в каких районах в первую очередь обновить жилье и инфраструктуру. Потому поучаствовать в переписи нужно. И сделать это возможно 3 способами. Например, можно ответить на вопросы переписчика. Они будут обходить каждый дом до 14 ноября. Второй способ – посетить переписной участок, ближайший к вам
вам можно узнать на госуслугах. А еще на госуслугах можно пройти перепись самостоятельно. Поэтому, если вы еще это не сделали, не медлите. Какие мы, когда создаем будущее? Ставьте панель номер 3. Что чувствуем? С кем связаны? Кто нам помогает? Маршрут построен. Что для нас важно? О, перепись начинается. Ответы в каждом из нас. Ведь все мы создаем будущее. Всероссийская перепись населения онлайн. Все мы разные, это факт. И выражаться хотим тоже по-разному. Предлагаю спуститься в подземку. Да-да, я знаю, что метро у нас в республике нет. Тем не менее, хочу вас познакомить с персонажами, которые там встречаются куда чаще, чем в любом другом месте. Уходим на перерыв. Встретимся через несколько мгновений. Не скучайте. Мы вернулись, а значит, впереди нас ждет очень много интересностей. Заинтриговал? Отлично, тогда не будем терять драгоценные минуты и начнем. Вот что вы увидите в ближайшие 10 минут эфира. Черри и нянь, рыба и хлеб. И в современной духовке получится ческет. Северная околица покорила хрустальную Нику. Что привезли со всероссийского конкурса артисты? Пятничное настроение. Потанцуем под народные мотивы. Мы с вами живем в непростое время, в условиях пандемии и борьбы с жестоким вирусом. Не забывайте соблюдать меры безопасности и следите за своим здоровьем и самочувствием тех, кто вам дорог. Конечно, до сих пор есть много вопросов, связанных с коронавирусом и вакцинацией. Мы узнали ответы на одни из самых популярных. Когда будут прививать препаратами, признанными в цивилизованных странах? Российская Федерация – цивилизованная страна, и наша вакцина «Спутник Ви» или «Гамковид-2» признана на сегодня в 50 странах, в том числе и в странах Европы. Поэтому говорить о том, что наша вакцина недостаточно хороша, это даже не патриотично. Хинкали, хачапури, аджахури. На мысли о какой стране навеивает этот список блюд? Правильно, эти вкусности – гастрономический бренд Грузии. В Татарстане – эчпачмак, хыстыбы, зур-белиш. Республика Коми – это шанги, рыба по-коми и, конечно, черри-нянь. Хотите украсить свой стол национальным блюдом? Тогда записывайте рецепт Юлии Панюковой. Коми народ очень гостеприимный. И когда приглашали на какое-либо торжество, среди угощений на столе всегда можно было найти традиционные блюда из рыбы. Сегодня я познакомлю вас с рецептом одного из таких блюд под названием черри-нянь, что в переводе черри – рыба, нянь – хлеб. А рыбу буду использовать самую популярную в Коми – щуку. Тесто я уже приготовила заранее. Как это сделала? Давайте посмотрим. Для теста мне потребуется пшеничная и ржаная мука в пропорциях по 500 грамм, 7 грамм дрожжей, немного соли, 1 чайная ложка сахара, 200 грамм сливочного масла. Также я возьму 500 миллилитров теплой воды. Щука очень костлявая рыба, и поэтому я постаралась удалить все косточки. Теперь мы ее просолим. И больше не будем использовать никаких специй.
Тесто разделим на 3 равные части. Талантов в нашей республике очень много, и они не перестают доказывать свои силы. Вот, например, недавно ансамбль народной песни «Северная околица» привез победу из Татарстана. Артисты завоевали дипломы лауреатов первой степени в 4 номинациях и получили столько же специальных призов на всероссийском конкурсе «Хрустальная Ника». Подробнее о победе и участии узнаем прямо сейчас. Здравствуйте, Николай, здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Очень рад вас видеть. Наталья, расскажите вот о ваших впечатлениях, об эмоциях о прошедшем конкурсе. Ну, во-первых, Казань — это просто супер город, очень солнечный, очень красивый, много всяких там памятников, все очень произвел хорошее впечатление, правильное. Как-то вот. И на конкурс приехали, нас хорошо встретили, приняли, жили в замечательных условиях в деревне Универсиада. Все очень замечательно. Конкурс сам понравился? Конкурс очень понравился. Участники доброжелательные, дружелюбная атмосфера, обстановка, все очень понравилось. Мы видим, что вам понравилось, Да. что вы довольны. Николай, с какими номерами вы поехали покорять Татарстан? Но мы участвовали в нескольких номинациях. Это народный вокал, ансамбли, 30 и больше, профи, еще скажу, да? Потом малые ансамбли, трио, дуэты, и 2 человека у нас сольно выступали. Ну, много номеров вы привели. Ну да, это 4 номера получилось, 5 даже. Была ли конкуренция и сильные ли были конкуренты? Откуда, например? Конкуренты, да, достаточно сильные. Вот с Липецка коллектив, потом с Санкт-Петербурга был коллектив, потом с Казахстана, ну это там танцевальный, там еще был просто хореографический, коллективы было много. Потом с самой Казани были коллективы. У нас еще стоит, наверное, сказать, что ездила еще детская студия при государственном ансамбле АСЕК. Вот, руководитель Вера Булышева. Они участвовали в своих номинациях, конечно же. Вот. А вот, кстати, о номинациях. В каких номинациях вы приняли участие? Ну, номинация «Народный вокал ансамбли». Там мы завоевали 1 место. Также малые формы. Мы участвовали мужским составом, мы пели песню трио, такое «Мужские страдания» они называются. Завоевали тоже 1 место. Также у нас Антонина Антонова, наша солистка, завоевала 1 место в номинации «Соло». Круто. И Владлен Туркин тоже в номинации «Соло» 1 место. Ну, я поздравляю вас с победами, да, их много, круто, что они есть, на самом деле. Давайте поговорим о планах на будущее вашего коллектива. Ну, планы, конечно, грандиозные, как всегда, да, лишь бы, как сказать, ситуация нынешняя позволила все это реализовать. А также, конечно, ну, пока, сказать, по местной линии выступать будем. Далеко пока, конечно, не заглядываем. Будем смотреть уже по ситуации. Наталья, Николай, огромное спасибо вам за беседу. Спасибо вам. Спасибо. И отпустить просто так артистов мы не можем. Друзья, пятничное настроение требует песен. Приглашаем вас на импровизированную сцену. Ай, кто ж у нас ходит удалека рагода, ох, люли, люли, удалека рагода, по всему народу, ох, люли, люли, по всему народу, по всему народу, добрые дела славят, ох, добрые дела славят, как и наша деревня богатою рожаем. Ох, люли, богатою рожаем, а как и наши девки деток нарожаем. Ох,
ходят, как и наши ребята на яхту ходят. Ох, и люли, люли, на яхту ходят, а как и наши деды пчелочек разводят. Ох, и люли, люли, пчелочек разводят. Вот так музыкально мы закончим наш пятничный эфир. Отлично провели время. Встретимся уже в понедельник. Отдохнувшие и счастливые. Дарите тепло своим родным и близким. Хороших вам выходных. Пока!